Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Юлия Апел. Сегодня в программе. В Киеве протестуют против децентрализации. В столкновениях у здания парламента пострадали десятки людей. Жизнь на линии фронта. Специальный репортаж из Красногоровки. Президент Обама возвращает историческое название самой высокой горе Северной Америки. Мы начинаем с новостей из Праги. Динара, пожалуйста. Спасибо, Юлия. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Динара Аргин. Здравствуйте. Протесты в центре Киева. Один боец Нацгвардии Украины погиб, более 90 ранены во время столкновений у Верховной Рады. Около 1000 человек собрались утром возле здания украинского парламента выступить против поправок в Конституцию страны о децентрализации власти. После того, как поправки были приняты, начались стычки между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими, которые использовали взрывные пакеты, дымовые шашки и коктейли Молотова. В разгар протеста у здания Рады взорвалась боевая граната. Почему голосование в Раде вызвало острую реакцию в обществе? Об этом мы спросили у обозревателя Украинской службы «Радио Свобода» Ростислава Хотина. Сыр-бор весь разгорелся из-за того, что, с одной стороны, процесс децентрализации как бы приветствуется властью, провластными фракциями, как необходимый процесс для будущего Украины. С другой стороны, есть один момент, который вызывает неприятие части депутатских фракций, части депутатов, а именно 18-е положение 18-й пункт переходных положений об так называемом особом статусе для оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Там на самом деле оно называется там особенностях местного управления и так далее. Но как бы есть такое восприятие, что это делается под давлением, одни считают, Европы, что Европа как бы заставляет Киев соблюдать Минский процесс и дать особые полномочия, особый статус оккупированным частям Донбасса. Другие считают, что это под давлением России. В пригородах Донецка продолжаются обстрелы. Они не прекращаются ни днем, ни ночью. В одном из таких городов побывал наш специальный корреспондент Тимур Олевский. Города-спутники Донецка, Авдеевка, Марьинка, Макеевка не перестают привлекать к себе внимание из-за продолжающихся обстрелов, особенно усилившихся в последние дни. В одном из таких населенных пунктов, Красногоровке, позиции украинской армии расположены буквально по соседству с домами местных жителей. Отсюда до первой линии окопов ДНР всего километр ничейной земли. Минометный обстрел усиливается по ночам, но не прекращается и днем. Слушайте, а вы сами россиян видели, которые, имею в виду военных, они просто... Конечно. Как они? А как... И пленных брали с паспортами русскими. Есть. Не хотелось бы, конечно, но есть. На переднем крае в Красногоровке оказались не только части украинской армии, но и многоэтажки. Где бабушка жила? 6-й этаж. Вот он подъезд. Меня бойцы ее вытаскивали. Вытаскивали уже через 3-й подъезд, через крышу, потому что отсюда подняться было уже нереально, невозможно. Люди, вынужденные жить в подвалах, зачастую относятся с претензией к тем, кого еще недавно сами поддерживали. А вот эта война как началась, воды и сейчас нету, отопления нету, на кострах варили. Да. Вот сюда вот этих депутатов, Порошенко, Путина, детей их бы в подвалы посадить. Я дожилась до вот такого, а. Хоча вони там зараз, на даний момент, вони з голоду вмирають, реально. Вони помирають всі з голоду. Вони сюди їздили, коли була відкрита дорога, вони сюди їздили, вони реально, тут були такі, їх челноки називали. В супермаркети не можна було прорватися, до банкомата не можна було підійти, куди не глянь, все Донецьк. Тобто, хто такий більш шустрий, вони купляли тут по дешевці, там продавали. Бутилка пива, реально на бутилці 2-літрове пиво, от вона тут стоїть, допустим, 30 гривень, а там вона стоїть від 70 до 150 гривень. Смотря через які руки вона попадає до них. Куда уезжать? Давай, я до тебя поеду. Посмотрите, что везде делается. Каждый день вот это. Неужели нельзя что-то сделать? Неужели общий язык нельзя найти между собой? Вы ж люди тоже, вы ж дети, такие же самые, как мы. Бойцы понимают, что жители оказываются под минометным огнем из-за того, что артиллеристы ДНР целятся в них. Ну то це ось, що в стовп попало. Це, ну, я даю 110%, що це били по нашій машині, ну, просто перельот був. В
В Красногоровке до войны было 30 тысяч человек, сейчас в 6 раз меньше. Работает городская администрация, магазин и пожарные. У нас весь город практически без работы сидит. Вот работает. Ну, естественно, да. Потому что живут только на пенсионерах, те, которые пенсии получают. Медик-волонтер Оксана Черна на войне год. Недавно она подписала контракт и осталась в 28-й бригаде. Она рассказывает, как развешивала в городе украинские флаги. Утром в 6 утра выехали, взяла 3 человека с собой. Пацаны вешали флаги, мы рисовали баллончиками сине-желтыми. Трезубцы, под трафарет. Так красиво получилось. В Красногоровке нет милиции. Порядок обеспечивает батальон Нацгвардии «Киев-1». Он подчиняется лично коменданту, главе военно-гражданской администрации Олегу Ливанчуку. На моих глазах тот распекает местного электрика, которого привели к нему в кабинет на разговор. Ты Украину любишь? Да. Ты что так относишься? Я украинец, между прочим. Я тоже украинец, только я люблю свою страну. А ты ее не любишь? Люблю. Ты беспредел начинаешь делать. Боюсь с вами спорить, но я не беспредельный человек. А ты можешь спорить? Помочь? Чем ты помог? Людям помогаю. Людям помогаешь. Так вот я тебя последний раз предупреждаю. Еще я услышу негатив какой-то в твой адрес. Собирай чемоданы, я куплю тебе билет и поедешь ты в Москву. Или в Донецк. Не хочу в Москву. Или в Донецк. И в Донецк не хочу. Переключать и накидывать провода и воровать электроэнергию. Минуя счетчика, я запрещаю. Обитатели Красногоровки надеются на прекращение огня, но уверены, что в ближайшее время этого не случится. Не будет тут и местных выборов. Зато начнется учебный год в одной из школ, наименее пострадавших за это время. В городе остаются дети, которым, как и их родителям, просто некуда уезжать. Тимур Олевский. Настоящее время. В Украине в 2 районах Киевской области запустили собственную патрульную службу. Об этом наш следующий репортаж. В 8 утра патрульная служба Обуховского района готовится к рейду. Автомобиль, Матис. Футболки и кепки этих патрульных темно-синего цвета, как у киевской полиции, но штаны милицейские с красными лампасами. Мы меняем внешний вид. Пока наполовину. Потому что другой половины пока нет у нас. У обуховских патрулей 8 машин, половина старые Део Ланос. Патрульным из райцентра придется бороться с нарушителями тишины. То есть приезжает, молодежь собирается, на машине подъехали, включили музыку, там 5-6 человек. Автопатрули в Обуховском и Васильковском районах Киевской области руководство облуправления МВД запустило неделю назад. Их задача – следить за порядком в жилмассивах и на дорогах. В службу перевели действующих милиционеров. Есть специальные тренинги и специальные тренера, специальные преподаватели, которые обучают этих полицейских. Их на всех же не хватит. Представитель киевской милиции говорит, патрули должны приезжать на вызов за 15 минут по городу, за полчаса по селам. Раньше милицию можно было ждать и час. На весь райотдел был всего 1 автомобиль. Хотя руководство районной милиции уже рапортует о результатах. Видим снижение уровня уличной преступности, грабежей, разбоев, краж. Смена у районных патрулей, как у полицейских, 12 часов. Только зарплата в 2 раза меньше. Оклад Александра 3500 гривен или $160. Григорий Пырлик, Максим Мовчан. Специально для настоящего времени. Киевская область. Приазовье – крупнейший центр компактного проживания греков на территории всего постсоветского пространства. Многие из них покидают свои дома из-за участившихся обстрелов. Многие остаются. О жизни греческого поселка в Донецкой области в репортаже Юлии Гаркуши. Лафазан, Були, Папакица, Махсма, Кутана. Греческие фамилии на табличках домов редко перемежаются украинскими. Это Сартана, греческий поселок с населением в 11 тысяч человек. Он уже 6 раз попадал под обстрелы боевиков. Были жертвы и разрушения. Однако переезд на историческую родину этнические греки Приазовья не считают выходом. Некоторые просто перебираются в Мариуполь. Вообще-то раньше думали уехать. А сейчас... И там, и тут, такая ситуация, что... У многих в Греции живут родственники, от них и узнают новости. Говорят, в Греции тоже не сладко. Работу найти сложно. Большинство мигрантов работают на стройках, заправках, в качестве обслуживающего персонала, сиделками и санитарами.
Трудно с садиком ребенка определить, трудно ей там найти работу. Муж, конечно, нашел, но он нашел работу какую? На заправке, заправляет, на бензозаправке работает, заправляет машину, но это же тоже не работа. А другого выхода нет. Основной аргумент тех, кто уехал из-за военных действий, простой и понятный. Там не стреляют. У Мелании в Греции живет сын с женой и внуки. Переехали они недавно, сразу после обстрелов. Если у нас вот восстановится мир и все как будет, все в порядке, они обязательно вернутся в поселок. А вот молодая греческая семья Виктория Гариб и ее муж уезжать не собираются ни под каким предлогом. У нас есть с мужем документы, только не в Грецию, а на Кипр. Ага. А что вас держит, кроме дома, вот по большому счету? Как вы это можете назвать? Только дом держит, больше ничего. А это уже другой греческий поселок – Приазовская Ялта. Расположен он на берегу Азовского моря с населением около 6 тысяч человек. Ялта находится в 25 километрах от Мариуполя. Сюда шум обстрелов не доносится, но на море приезжают дончане. Валентина Захарова родом из Ялты. Сейчас она живет в Донецке, приехала на пляж отдохнуть от обстрелов. Мои дети не хотят, а я не знаю, я что без детей. Идите куда, что там. А дети почему не хотят? Чем они это... Ну, какой-то бизнес нужен, зачем это надо, у них свое дело есть. И пожилые, и молодые говорят об одном. Для поездки, кроме желания, нужны деньги. Без денег. Надо же деньги. Нас не денежные примут без денег. Ну, пойду в поле, в 74 года пойду в поле цитрусами собирать. А что буду делать? А что для этого нужно? Знаете? Денег, чтобы мне туда дал. Юлия Гаркуша, Андрей Рыжков, Приазовье. Настоящее время. 16 российских деятелей культуры вошли в очередной черный список персон, для которых въезд в Украину запрещен. В их числе певцы и актеры: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Жерар Депардье и Никита Михалков. Служба безопасности Украины заявила, что въезд на территорию страны им запрещен в интересах обеспечения госбезопасности. Правда, там не пояснили, касается ли ограничения только запрета на пересечение границы или же распространяется и на творчество указанных лиц. Сегодня в Баку должны были огласить приговор журналистке Хадидже Исмайловой. Во время последнего слова ее речь неоднократно прерывали из-за упоминания имени президента Алиева и членов его семьи. Хадиджа Исмайлова заявила, что ей пытаются отомстить за журналистские расследования фактов коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. Ей удалось сказать практически все, что она хотела. Но на последних словах прокурор остановил Исмайлову, и судьи удалились на совещание. Вот что сказала журналистка в своем последнем слове. Я могу оказаться в тюрьме, но работа будет продолжаться. Мы выполняем очень важную работу. Мы давали обществу информацию, даже если ценой этого были арест и шантаж. Я и сейчас рада тому, что сделала это. Хадиджа Исмайлова заявила, что предстоящий приговор ее не пугает, и она не намерена прекращать работу даже в заключении. Меня не сломает 15-летний или даже 25-летний срок. У меня будет возможность разоблачать злоупотребление в пенитенциарных службах. Я из тех людей, кто знает, как превратить проблему в возможность. И вот как прокомментировал ситуацию адвокат Хадиджи Исмайловой Фарис Намазлы после окончания заседания. Представители стороны обвинения утверждали, что ее слова не имеют никакого отношения к выдвинутым против нее обвинениям. Несмотря на то, что она говорила по существу про свой арест, что она была арестована из-за ее журналистских расследований. Скорее всего, приговор будет вынесен завтра или послезавтра. Далее новости из Вашингтона. Юлия, эфир ваш. Спасибо, Динара. США и Украина начали в понедельник морские ученые Sea Breeze в Одесской и Николаевской областях. В них принимают участие 2500 военнослужащих. Среди них также военные, представляющие другие страны НАТО, в том числе Болгарию, Германию, Великобританию и Грецию. Учения продлятся до 12 сентября. Сергею Магнитскому посмертно присвоена одна из наиболее престижных в мире наград – гуманитарная награда имени Джошуа Хайнца за выдающиеся заслуги перед человечеством и достижения в области международного правосудия. Церемония награждения прошла в городе Джеймстаун, штат Нью-Йорк, во время ежегодного съезда прокуроров трибуналов по расследованию военных преступлений. От имени Магнитского награду получили его жена, мать и сын. Между тем, как сообщает издание «Коммерсант», МВД России намерено предъявить новое заочное обвинение Уильяму Браудеру, президенту компании «Эрмитаж Капитал», где работал Магнитский. Речь идет о преднамеренном банкротстве и незаконном выводе через английский банк HSBC активов компании «Дальняя степь», которую возглавлял Браудер.
США. Еще один законодатель, демократ Джефф Меркли от штата Орегон, заявил о поддержке соглашения по иранской ядерной программе. В воскресенье Меркли стал 31-м сенатором, который сообщил, что проголосует в поддержку договора. Пока ни один республиканец не высказался в поддержку соглашения и, как предполагают аналитики, Палата представителей проголосует против него. Среди тех, кто принял подписанный договор с недоверием, оказалась не только часть американских политиков, но и давний союзник США Израиль. Тем не менее, Белый дом настаивает на том, что договор – это шаг в правильном направлении, который должен помочь укрепить безопасность на Ближнем Востоке. Продолжение темы в материале Вадима Алинчева. Как только 14 июля было достигнуто соглашение по ядерной программе Ирана, администрация Белого дома стала объектом критики как внутри страны, так и за рубежом. Некоторые американские эксперты полагают, что даже частичная отмена санкций, открывающая Тегерану доступ к десяткам миллиардов долларов, позволит Аятоллам нарастить военную мощь режима, включая его ядерный потенциал. Учитывая то, как складывается ситуация на Ближнем Востоке, никогда нельзя сбрасывать со счетов возможность иранского ядерного удара по Израилю. Если Иран получит ядерное оружие, это резко ограничит возможности Израиля себя защитить. Мнение части аналитиков США перекликается с опасениями израильского руководства. Она уже не раз решительно выступала против соглашения, считая, что в случае его подписания Иран приложит все усилия к тому, чтобы стать ядерной державой. Я против этой сделки не потому, что я хочу войны. Я против этой сделки, потому что я не хочу войны. Но она приведет к войне. Она спровоцирует в регионе гонку ядерных вооружений, которая будет подпитывать терроризм и агрессию. А это почти наверняка приведет к войне, быть может, к самой ужасной из всех войн. Тревога израильтян объясняется антиизраильской политикой Тегерана и его агрессивными международными действиями, направленными на то, чтобы стать доминирующей силой в ближневосточном регионе. Для этого у Ирана есть средства. Корпус стражей исламской революции входит в состав вооруженных сил Ирана, но является элитным формированием. Его подразделение «Эль-Кудс», которым командует генерал-майор Кассер Сулеймани, отвечает за военную и тайную разведку, а также за взаимодействие с исламистами, ведущими подрывную деятельность по всему миру. Под руководством генерала Сулеймани Эль-Кудс оказывает поддержку террористическим группировкам Хизбалла и Хамас, а также активно содействует режиму Асада. Все это настолько тревожит Израиль, что президент Обама принял решение лично в режиме онлайн-трансляции заверить израильтян в том, что они могут по-прежнему рассчитывать на поддержку своего североамериканского союзника. В истории отношений Соединенных Штатов и Израиля не раз были моменты, когда между нами имелись разногласия. Но это никак не влияет на фундаментальные обязательства, которые у нас есть по отношению друг к другу. За время моего президентства даже мои критики были вынуждены признать, что мы поддерживали беспрецедентное сотрудничество между вооруженными силами и спецслужбами. И Америка не только продолжала, но и увеличивала свою военную помощь Израилю. Что же касается политики США в отношении Ирана, то глава Белого дома открыто заявил: хотя его администрация и не доверяет Тегерану, следует понимать, что в основе заключенного соглашения лежит не взаимное доверие сторон, а гарантия того, что Запад сможет контролировать, насколько иранцы выполняют условия договора. Вадим Аленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. В понедельник президент Обама начинает трехдневный визит на Аляску. В его планы входит участие в международной конференции по климату в Анкоридже. Обама отмечает, что в связи с таянием льдов население Аляски в последние годы стало свидетелем более сильных штормов, более частых и обширных лесных пожаров и исчезновения ледников. Кроме того, Обама примет участие в символической церемонии возвращения исторического названия самой высокой горе Северной Америки Маккинли – Денали, Великая. Такое название дали горе коренные жители Аляски, так она отныне и будет называться. В минувшие выходные в Новом Орлеане прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине трагедии. 10 лет назад на город обрушился ураган Катрина. С ключевой речью на торжествах выступил бывший президент США Билл Клинтон, рассказывает Дарья Кутковая. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто потерял свои жизни, и теми, кто любил этих людей. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто рискует своими жизнями, чтобы спасать чужие, и делают это снова и снова, без сна и без отдыха. Официальные лица возложили венки и почтили память более 1800 жертв Катрины. Они также подчеркнули, что благодаря усилиям новоорлеанцев город возрождается. Сосед помогает соседу, американский гражданин помогает американскому гражданину, потому что история Катрины — это в первую очередь история воскрешения и искупления. Ураган нанес Новому Орлеану ущерб в $150 миллиардов. Тысячи людей были вынуждены покинуть город. Выступая в Новом Орлеане, Барак Обама отметил, что речь идет не просто о восстановлении того, что было разрушено, а о построении нового, лучшего города.
Папа Римский Франциск в воскресенье осудил гибель 71 мигранта в брошенном фургоне в Австрии, назвав происшедшее оскорблением всей семьи человечества. «Мы вверяем каждого из них милости Божией», сказал понтифик, выступая в Риме. Глава Римско-католической церкви призвал мировых лидеров к эффективному сотрудничеству во имя предотвращения подобных преступлений. Между тем, до визита папы в США, одного из главных событий осени в жизни страны, остается меньше месяца. В 20-х числах сентября понтифик побывает сразу в 3 городах – Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне. Франциск впервые выступит перед обеими палатами Конгресса в столице и проведет мессу у мемориала памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Как убедился Роман Мамонов, ждут папу римского не только верующие. В крупнейшем католическом храме Америки, базилике непорочного зачатия в Вашингтоне, аврал. Рабочие срочно ремонтируют и красят лаком двери, меняют перегоревшие лампочки и даже сооружают новый алтарь. Через 3 недели к базилике будет приковано внимание всей страны и мира. В рамках визита в Вашингтон здесь побывает Папа Римский. Понтифик еще не прилетел, а купить сувениры в его честь можно уже сейчас. И разлетаются они, как горячие пирожки. Спрос просто превзошел ожидания. Мы продаем футболки, кружки, четки, карточки с молитвами. Да, в общем, все, что вы можете захотеть. Мы планируем продать 100 тысяч карточек с молитвами, 10 тысяч четок и столько же футболок. Все захотят что-то купить на память. В официальном церковном магазине к фигуре и фигуркам папы, конечно, относятся с пиететом. Весь дизайн высочайше согласован и утвержден. Вплоть до футболок «Я люблю папу». А вот частные бизнесмены не скупятся на фантазию. Тут и игрушки-болванчики, кивающие головой, и статуи папы с хот-догом, и даже пиво имени понтифика. Такой ажиотаж понятен. Во-первых, когда еще глава Римской католической церкви устроит турне по Америке? А во-вторых, это исторический визит. Франциск канонизирует миссионера, служившего в XVIII веке в Калифорнии. После мессы Папа Римский в сопровождении духовенства выйдет через восточные врата базилики. Здесь, как видите, до сих пор продолжается ремонт. Сюда, на лужайку католического университета, где ради того, чтобы получить благословение понтифика и, возможно, услышать короткую речь главы Римской католической церкви, соберутся 25 тысяч человек. 25 тысяч счастливчиков, получивших заветные билеты. Человеку с улицы билет не достать. Их распространяли среди паствы, нынешних и будущих священников и специально отобранных гостей. Единственный вариант для простых верующих – попытаться увидеть папу, когда он выйдет на западный портик Капитолия. Готовится к визиту понтифика и в Филадельфии. Это будет финальная точка визита. Там глава Римской католической церкви намерен посетить крупнейшую тюрьму. Местные заключенные приготовили подарок – престол ручной работы. Я бы хотел увидеть папу, сидящего на этом троне. Мы же для этого старались. Не знаю, как его ему подарят, и сядет ли он на него. Но сама честь работать над этим престолом делает меня счастливым. Не факт, впрочем, что папа захочет сесть на этот трон. Франциск известен своей нелюбовью ко всем дорогим и статусным вещам. Он скорее преклонит колени и омоет ноги самим заключенным, чем воссядет на престол. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. После беспорядков в Балтиморе, вызванных смертью афроамериканца Фредди Грея, внимание к этому городу не снижается. Он появился в списке самых опасных в США. По количеству убийств Балтимор, в котором проживает 620 тысяч человек, перегнал Нью-Йорк, население которого составляет более 8 миллионов. В Балтиморе побывала наш корреспондент Ануша Витисян. Район Сентаун-Винчестер в Балтиморе за свою историю видел экономическую депрессию, разгул криминала и наркоторговли, расовые беспорядки. Основное население живет здесь в так называемых социальных домах. Говоря о Фредди Грее, прохожие используют слово «дружище». Граффити на одном из зданий, даты его рождения и смерти. Именно здесь Фредди Грея арестовала в апреле полиция. При задержании он получил серьезные травмы, а через неделю скончался в больнице. Сегодня огромный портрет Фредди Грея, окруженного активистами движения «Жизнь чернокожих важна», напоминает, что в Балтиморе, как и в некоторых других городах США, все еще существует проблема расслоения на плохие и хорошие, богатые и бедные районы. Сюда, в бедную часть Балтимора, не рекомендуют ходить ни жителям других районов, ни туристам. Слишком опасно, а на вопрос, кто виноват, отвечают, не задумываясь. Родители не заботятся об образовании своих детей. Здесь не ходить в школу – часть культуры. У подростков много свободного времени, и вместо того, чтобы ходить в кружки или заниматься спортом, они, конечно же, при первой возможности отправились на знаменитые протесты. Многие жители просто не вовлечены в жизнь города. Власти города, в свою очередь, не беспокоятся о всех слоях населения, о всех районах города. Здесь продолжает развиваться наркоторговля.
Недоступность качественного образования, недоверие к полиции, высокий уровень безработицы. Среди причин роста уровня убийств и криминала в Балтиморе. Все началось еще 70 лет назад, когда афроамериканцев поселили в определенные районы Балтимора. Они уже с тех пор не могли обеспечить себе средний уровень жизни. Затем в 60-х годах было массовое переселение белого населения в другие города. В то же время система образования в городе пришла в упадок. В результате несколько поколений так и не смогли выйти из бедности. И те протесты, свидетелями которых мы стали, всплеск недовольства людей. Сегодня закрытые двери, как, например, вот это, все еще напоминают о недавних беспорядках в Балтиморе. Однако протесты, происходящие здесь, на Пенсильвания-авеню и в деловой части города, нанесли серьезный ущерб экономике всего Балтимора. Приблизительно 400 бизнесов сообщили об убытках. Туристический бизнес не восстановился до сих пор. И хотя городская власть предложила беспроцентный кредит на восстановление большей части пострадавших бизнесов, в том числе и 27 ограбленных аптек, большой резонанс вызвало решение мэра Балтимора Стефани Блейк не помогать владельцам разграбленных в результате протестов ликероводочных магазинов. Мэр объясняет это просто. В жилых районах продавать алкоголь незаконно. Однако почему они были там разрешены раньше? Вы знаете, это снова проблема, которая передалась по наследству из 80-х годов. Тогда в результате зонирования ликероводочные магазины оказались в этой части города. Учитывая последние события, многие поддерживают позицию мэра Балтимора исправить эту историческую ошибку. Эти жилые районы не должны рассчитывать на продажу алкоголя как на источник прибыли. Проблемы афроамериканского населения, а также требования активистов движения «Жизнь чернокожих важна», похоже, станут одним из ключевых вопросов для кандидатов на пост президента США. На прошлой неделе в Мэриленде были введены правила для полицейских, запрещающие расовый профайлинг, а 6 полицейским, виновным в насильственной смерти Фредди Грея, были предъявлены обвинения. Посмертно Фредди Грею удалось привлечь внимание американских политиков к вопросам гражданских прав этнических меньшинств в США, и их требования, по крайней мере, были услышаны. Ануша Витисян, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Балтимор. Из Балтимора в Калифорнию. Стоимость жилья в Сан-Франциско и пригородах зачастую невероятно высока. Решать эту проблему взялась команда молодых предпринимателей, художников и специалистов IT-индустрии. Подробности в репортаже из Окленда. Помимо художницы Хизер Стюарт, в таких домиках-контейнерах живут и работают еще 20 человек. Сегодня Хизер занимается установкой канализации и электропроводки. Инструментов у нас хватает. Мы ими обмениваемся, чтобы у каждого была возможность построить то, что он хочет. Хизер Стюарт и Люк Айсман живут здесь с апреля этого года, после того, как городские власти приказали им убрать дома-контейнеры с участка, который они выкупили вместе с друзьями в индустриальном районе Окленда. По мнению властей, такие дома нарушали нормы городской застройки. Друзья переехали на территорию склада, где теперь разместили дюжину контейнеров, каждый из которых стоит порядка $2000. Мне надо, чтобы крыша не протекала и пол был ровным. Все остальное просто эстетические модификации. Дизайн домов создали те, кто живет здесь, художники и их друзья. Жить здесь здорово, потому как вокруг тебя творят интересные вещи, и уже сложилась особая творческая среда. По мнению Айсмана и его друзей, недостаток доступного жилья не повод складывать руки, но наоборот, отличная причина творчески подойти к реалиям жизни. Уэс Крейвен, один из самых известных режиссеров фильмов ужасов и создатель Фредди Крюгера, скончался в Лос-Анджелесе на 77-м году жизни. Крейвен приобрел мировую известность после фильма «Кошмар на улице Вязов». Он был не только режиссером, но и сценаристом, продюсером, актером и автором книг. Режиссер долгое время страдал от онкологического заболевания. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Всего доброго. До свидания.